Всем доброго времени суток. Здесь я хочу записать видео о том, как правильно поставить ссылку на статью из чужого сайта, из чужого ресурса. Если, конечно, мы пользуемся другими материалами. Обязательно надо будет ставить ссылку на источник. Вот, к сожалению, вот в данном посте не видно, откуда взят материал. И я тут пытался посмотреть, и в общем складывается впечатление, как будто бы откуда-то взяли тему. В общем, ссылок нет. А ссылка обязательно должна быть, иначе нам будут приписывать здесь плагиат, якобы мы откуда-то взяли и даже не прописали ссылки. Какова бы ни была ссылка, но она должна быть. И поэтому мы должны правильно поставить источник. Давайте мы сейчас разберем на примере статьи из газеты Хакасия. Эта статья опубликована уже давно, в 2016 году, и тем не менее. Мы берем статью, копируем. В нашем случае она уже здесь скопирована и вставлена. Вот эта статья. После того, как мы вставили статью, мы обязательно должны поставить источник. Прописываем источник. Я рекомендую выделить это слово жирным шрифтом и еще цветом. Здесь есть пиктограммка цвета, но в данном случае голубым цветом обозначим. И теперь идем в раздел сайта, откуда мы взяли именно эту статью. И смотрите, обратите внимание, у каждой статьи есть свой номер. Вот для примера, в этом же сайте, в Хакасии, есть ссылка на другую статью, но номер уже другой. Поэтому мы берем именно этот номер и полностью копируем ссылку на данную статью. Идем к нам и, выделяя слово источник, жмем на скрепку. Вставляем правой кнопкой мыши, либо Ctrl-V. И в шестеренке отмечаем «Открывать в новой вкладке». Ставим чекбокс, обновляем. В рубриках мы здесь проставляем персоналии. В данном случае речь идет об одном человеке. И задаем изображение. Обязательно нужно задать изображение. Это изображение мы, конечно, должны подготовить и загрузить в библиотеку файлов заранее. Таким образом, чтобы были прописаны заголовок, подпись, атрибут, обязательно Alt, это для поисковой системы, и описание. Жмем на кнопку «Задать изображение». Мы изображение выделили. Вот появляется ссылка уже. Дальше мы отметили все. И здесь можно поставить даже метку, скажем так, творческие люди или творчество. Добавим метку. Но будем искать людей еще по определенным принципам. Те, которые относятся к культуре, допустим, да, мы будем искать появление творчества. Спортсменов мы будем искать по меткам спортсмена, допустим. Вот таким образом еще можно задавать дополнительные возможности поиска. И публикуем нашу запись. Заглавие статьи берем опять-таки из оригинала, копируем, вставляем заголовок. И жмем на кнопку «Опубликовать». Просматриваем. Ну и вот мы видим, что ссылка на источник есть. И если мы нажмем сейчас на это слово, то перед нами откроется вот та статья, откуда мы взяли. Давайте тут еще мы сделаем кое-какие поправки. Имеется в виду, нам надо выровнять текст по ширине. Не по левой части, а по ширине. Ну так просто красивее смотрится текст. Обновляем и просматриваем наши изменения. Ну вот наш текст теперь выровнен на всю ширину и смотрится более-менее уже лучше. Если сейчас мы посмотрим в разделе персоналии, нет, мы сейчас не посмотрим, а может быть посмотрим. Да, в разделе персоналии у нас две статьи. Вот
с таким вот скином из того сайта. Спасибо за внимание. С вами был Сибдей Том. До следующих видео.